Здравствуйте! Сегодня мы говорим об определении результатов выборов депутатов Джохорку Кенеша. С нами эксперт по выборам Анышай Мамытова. Мы подошли к завершающему этапу выборов, это определение их результатов. С учетом внесенных изменений и дополнений, кто и в какой срок определяет результаты выборов депутатов Джохорку Кенеша? В соответствии с внесенными изменениями в закон о выборах, официальное определение результатов выборов как по одномандатному, так и по единому округу осуществляет Центральная избирательная комиссия. Мы ранее обсуждали, что результаты выборов по единому округу и по одномандатным округам определяются по-разному. Давайте начнем с единого округа. Как определяются результаты выборов по единому округу? По единому округу для того, чтобы определить результаты выборов, Центральная избирательная комиссия на основании протоколов и сводных таблиц, которые поступают с окружных избирательных комиссий, в целом делает сводную таблицу по всей республике, на основании которой видно, какая политическая партия, сколько голосов избирателей получила. Соответственно, для того, чтобы получить доступ к распределению мандатов, депутатских мандатов, политическая партия она должна преодолеть так называемые избирательные пороги. То есть, согласно внесенным изменениям, избирательный порог он был снижен. Раньше это было 7%, а теперь у нас стало 5%. То есть сперва политическая партия она должна набрать 5% голосов избирателей в целом по стране, которые участвовали в выборах, то есть количество проголосовавших. Помимо этих 5% общереспубликанского избирательного порога, политическая партия она должна преодолеть так называемые региональные пороги, то есть она в каждой области, в городах и Бишкек должна набрать не менее 0,5% голосов избирателей, также принявших участие в голосовании, то есть проголосовавших. Соответственно, те политические партии, которые преодолели два этих барьера, они допускаются к распределению мандатов. И количество мандатов, подлежащие распределению каждой политической партии, оно определяется по квоте Хэра, которая также указана в законе. Каким образом мандаты, полученные списком кандидатов по единому округу, распределяются между кандидатами внутри списка? Учитываются ли квоты при распределении мандатов внутри списка кандидатов? Законом установлено, что при распределении мандатов, подлежащих политической партии, в первую очередь подлежат распределению не менее 30% мандатов среди лиц женского пола. То есть это резерв, который установлен законодателем для женщин в качестве специальной временной меры. То есть, к примеру, если политическая партия по результатам голосования получает 9 голосов, 9 мандатов, то 30% этих мандатов, а именно 3 мандата, отдаются 3 женщинам-кандидатам из списка кандидатов этой политической партии. И эти 3 мандата, они отдаются тем женщинам, 3 в данном случае, которые получили наибольшее количество голосов избирателей. То есть по результатам выборов мы же видим не только сколько голосов получила политическая партия, но и внутри политической партии мы можем посмотреть, сколько каждый кандидат получил голосов. То есть составляется так называемый рейтинг кандидатов. И, соответственно, в данном случае было 9 мандатов, из них 3 мы должны были отдать женщинам, 30%, а 3 мандата отдаются 3 женщинам, которые получили наибольшее количество голосов. Оставшиеся 70% мандатов, то есть в нашем случае это было из 9 6, 6 мандатов они распределяются между другими кандидатами. То есть многие думают, что раз 30% отдано женщинам, то остальные 70% должны распределяться между мужчинами. На самом деле это не так. 30% они в железном порядке отдаются женщинам в качестве резерва, а оставшиеся 70% мандатов партии, они распределяются между всеми кандидатами в зависимости от количества полученных ими голосов избирателей, то есть по их рейтингу. И в этой ситуации, если женщины-кандидаты будут набирать голоса избирателей наравне с мужчинами, то у них есть возможность, помимо этих 30, еще и 70% какое-то количество мандатов себе забрать. А как определяются результаты выборов по одномандатным округам? В одномандатном округе намного все проще, то есть по результатам протоколов, поступивших из участковых избирательных комиссий, сводного протокола об итогах голосования окружной избирательной комиссии, Центральная избирательная комиссия признает избранным депутатом Джохорку Кенеша того кандидата в одномандатном округе, который набрал простое большинство голосов избирателей. То есть здесь не требуется, чтобы в одномандатном округе кандидат набрал, допустим, более 50% голосов избирателей, которые пришли проголосовать. От него достаточно, чтобы для
того, чтобы выиграть, чтобы он набрал больше, чем все остальные кандидаты, и, ну, и, соответственно, больше, чем позиция против всех. И здесь, кстати, может сложиться ситуация, при которой первые два кандидата по голосам, они могут набрать одинаковое количество голосов. Ну, к примеру, там по округу шли пресловутые кандидаты Иванов и Петров, и у них одинаковое количество голосов в одномандатном округе. Они оба как бы лидеры, и у них совершенно один в один одинаковое количество голосов. А в этом случае, в соответствии с законом, мандат будет отдан тому депутату, который первым подал полный пакет документов на регистрацию. Такая вот норма. И последний вопрос. В какие сроки определяются и публикуются результаты выборов? Здесь законом установлено, что Центральная избирательная комиссия в течение 20 дней определяет результаты выборов, то есть на предстоящих выборах это не позднее 18 декабря получается, и в течение 2 недель со дня определения результатов выборов они должны быть официально опубликованы. Спасибо, благодарим. С нами была эксперт по выборам Канышай Мамытова.